Он скульптор был, Смирнов? Да. Хороший скульптор. Очень. У него там был, Очень крутой. был этот самый портрет солдата без глаз. Да. Тишина, или как она называлась? Но Соломини он называлась. лежал в больнице, Я вот а у это него за удивился, долги что это мэрия Воркутинская выкинула из мастерской, все на свалку все работы отвезли. И все, пропали они. Пали, конечно. Ничего себе. А он умер потом. Вот. Очень горя, талантливый. наверное. Да из горя все. Да, я это помню. Вот Всё этого в солдатика, куче. он у меня впал. Это давно еще показывали. Да, он очень талантливый был. Видно, что талантливый. Очень. Сделано от души. Так Да, вот. потом я вот этот персонаж туда перенес, в ту картину «Поклонение волков». Это у меня, видишь, это самое, они как бы русские историографы, слева. они любят, чтобы туда в Израиль поехали, там написали на Святой Земле. А я в коме-деревне. Видишь, коме-стол, Богоматерь, вот, табуреточка, диванчик такой вот у меня. Вот это вот персонаж из этой избы. А это у меня сын учился в Мухе на монументалке. Приехал, говорит, папа, говорит, это, говорит, Бушуев. Я говорю, так Бушуев? Вот это сын? Нет, вот это. Это? Так это же Гоншина вроде. Бушуев, говорит. Такими мощными мышцами. Это мужчина, да? Да, мужчина из Кудымкара, художник, преподает в Мухе. Он мне говорит, это Бушуев. Я говорю, конечно, у меня все местные из Кудымкара. Он учился с этим, с Неверовым в Ярославском училище. У нас скульптор Неверов. А потом я с отцом Александром разговаривал. У нас церковь там старая в Випе. Она не закрывалась при советской власти. Он говорит, так третий-то там, это же негр, черный. Я пришел, у меня черный нарисован негр. Я ее на одном дыхании где-то дней за 5 написал. Просто идея просквозила, раз, и сделал. Ну, понятно.